Привет! Вы, наверное, ждете, что я сейчас заговорю вот так. Дорогой друг. Но сегодня я решил сделать по-другому. Во-первых, должен выйти 13-й выпуск дневника очкарика. А вдруг вы окажетесь суеверием и откажетесь смотреть это видео? Только я изобразил жопу. Кстати, хорошая идея. Сниму еще одно видео про суеверие. А во-вторых, я тут недавно думал, что подарить папе на 23 февраля. И сначала купил вот такую коробочку. Потом такую. Но в итоге решил, что все-таки подарок надо придумать получше. И мне на моей страничке ВКонтакте, кстати, добавляйтесь, друзья, у меня бывает очень весело, сказали, чтобы я написал им письмо. А я решил, что лучше не письмо, а сразу целое видео заснять. Пацан сказал, пацан сделал. 8 гребаных часов спустя. Мой папа настоящий защитник Отечества. И это его праздник. Мой дедушка военный, и мой папа военный. Он закончил Киевское военное училище. Мой папа был первым, кто меня увидел и взял на руки, когда я родился. Нет, вернее не так, когда мама показала моему папе снимок УЗИ с моей фото. Папа сказал, нормально, на Ленина похож. Вот тут на фото я у мамы в животе, а вот тут я уже родился. Я родился. И папа держит меня на руках. Я величиной с его ладонь. Он высокий, большой. Наверное, я тоже стану таким, как он. Мне 12 лет, а у меня уже 40-й размер обуви. Это нога у того, у кого надо нога. Кстати, мне было 3 недели, папа повез меня и маму в Рязань, а потом в Китай, потом много где мы еще бывали с ним. Папа много читает, когда у него появляется свободное время. Он сразу же берет книгу, он постоянно читает. А еще он знает китайский, может на нем говорить и читать. Кстати, моя старшая сестра Саша тоже знает китайский, может на нем разговаривать и читать. Привет, Саша. Папа заставляет меня смотреть советские фильмы. Вернее, раньше заставлял, сейчас я сам их очень люблю. А еще мой папа хорошо разбирается в оружии. У меня куча книг про танки и про оружие, которые я сейчас изучаю. И когда я с ним начинаю это обсуждать, он почти про все это знает. Еще он заставляет меня учиться, при этом не используя калькулятор. Я могу долго про него рассказывать, но надо успеть сказать самое главное. Папа, иногда я на тебя обижаюсь. Иногда я делаю вид, что понятия не имею, о каких плохих оценках ты говоришь. А порой я тебе не верю, когда ты начинаешь внушать, что нужно много читать. И это очень важно. Не сердись, что я иногда бываю непослушным и играю в Майнкрафт слишком много, без остановки. Я тебя очень люблю и горжусь тобой. С праздником, папа. Ёлка-палы. Ёлка тут при чем? Все слова красиво израсходовал. Может, через 2 недели день рождения. Придется опять что-то придумывать. Или, может, вырезать что-нибудь и припасти на потом.